все дорогие спящие зрители и спящие слушатели. Надеемся, когда проснетесь и будете посмотреть и слушать. Будем говорить о путч, который жестоко терроризировали детей, стариков, от того, что Российская Федерация за собой оставил. Уже оно не Российская Федерация. Раньше была это Российская Федерация, а сейчас уже Российская Федерация. Уже они получили другие названия. Для меня, то, что я увидел там, то, что происходит. Я бы хотел тоже комментировать эту ситуацию, которая есть. Лавров заявляет, что якобы украинцы после выхода армии Российской Федерации украинцы сами сделали и оставили там, и потом журналистов пустили, сказали, давайте снимайте теперь, вот смотрите, что творится здесь. И один человек тоже предатель, украинский какой-то тоже в свое время, походу, в политике, наверное, был, тоже заявляет, что Зеленский 100 миллиардов долларов в месяц работает за эту войну. И якобы какой-то группа шестой, он только вот шестой знает, никак не может от 6 до 7 переходить. Только на шестой какой-то винит. Давайте мы будем взрослые люди, нормальные люди, которые будем судить логично. Логично будем судить и будем смотреть ситуацию, как-то говорят, своими глазами, а не чужими глазами. Допустим, Зеленский приказал, чтобы убить людей, и потом после российские войска там посыпать везде, и журналистов пустить. Откуда Зеленский узнал, что такое-то число уходит в Российская Федерация, войска Российской Федерации, а трупу надо убить до того, чтобы эти трупы не гнили, да, вот так вот держать их, чтобы они не гнили. Потом, хорошо посмотреть, там трупы, которые были убиты, ну, как мы все знаем, сейчас прохладно, но не быстро так-то гнется труп. Этот труп где-то 2 недели, там 10 дней, 15 дней, 20 дней, ну, от 10 и больше там лежат те трупы. Уже испорчены. Понимаете? Уже эти трупы испорчены. Если это сделал бы украинские войска, то украинские войска должны бы точно знать, какое-то число они выходят. И вот сейчас мы убьем всех и оставим. Вот они завтра уходят, а мы раскидаем трупы. Труп раскидаем везде. Потом, давайте смотрим своими глазами. Закопанные трупы, да? Они были убиты. Жительница или жители в это село, они были во время войны, которая происходила там война, они были заложниками этой территории, которые они не выходили оттуда. Они были там. Они были заложники войска Российской Федерации.
Они были заложниками. Они не уходили. Их паспорта, гражданство, не знаю, то ли анализ любой то, что ты делаешь, все эти люди, гражданин, это село, это страна, это село, это район, это город. Они были там захваченными российскими федерациями войска. Понимаете? Они были там заложниками. Их не вывозили ниоткуда. Если вот нормально следить, вот смотреть, закопаны, под землю, под шифер, под бомбежка лежит там где-то, да? Когда захватили эту территорию, убили. Вот. Простые граждане. Простые, просто невинные люди. Дети, девочки, мальчики, там, старики. Они абсолютно невинны. Они заложники просто, заложники. Вот войска Российской Федерации, вот это заложников просто взял, убил. Это что? Это доказывает блогеры, которые ведет блог на ТикТок, на разным. И общается русскими, простыми гражданинами, которые находятся на какое-то село живет, бомжески живет на какой-то селе, да? Далеко-далеко живет или где-то живет. Как попадает на русский, на украинский пацан, и тот жаждет убивать, стоя несколько тысяч километров далеко от Украины, да? Жаждет убивать. О, хохол, вас надо зарезать, убить. Понимаете? Молодой пацан, школьник он еще. У него мозг настроен такой. Еще куда это солдаты? Куда это войска Российской Федерации? Понимаете это? Смотрите видео. Один пидор, якобы генерал, да, сидит в асфальте прямо. Довезите меня до войны. Ломает у людей лобовой, там стекло ломают. Довезите меня до войны, я хочу убить украинцев. Такой жаждет. Понимаете это? Вот это все знак говорит, что русские вот так настроены были. Вот это Сагавьев один есть. У нас Саг на таджикском это собака. Сагавьев это Собакаев. Вот это Собакаев столько лет с этой там 60 минут два пидораза есть. С этой еще один пидораз. Они настроили людей до того, чтобы вот так хотели убить, жаждет украинскими кровями. Понимаете? Если бы это бы не было, да, если вот это вот попадает пацан, школьник, вот. Пацан украинский нормально, здравствуйте, на русском разговаривает, он говорит, о, хохол, вас надо зарезать, вас надо убить. Понимаете? Это вы правильно поймите. Это сделал русский, не русский, российский. Армия Россия сделала вот это теракт. Это не говоря вот то, что в плен попадают, вот русские говорят, мы не знаем, мы не знали, почему это было, я учил. Это вранье все. Это вранье. Вот точно такой же мне в России нападали, вот где-то 5 человек были. Но один из них не нападал, потому что, не знаю, что-то 4 человека. Я вот узнал. Вот один прекрасный день я одного поймал. Вот он точно вот так же сказал. Я не знал, почему это было. Я немножко пьяный был. Мне этот друг сказал, короче, ты бьешь, если не бьешь, потом он меня будет бить. Я боюсь его.
Вот это вот сказка рассказывал мне. Понимаете? Все они прекрасно жаждали убивать украинский народ. Вот они вот так вот готово приехали. Они до того были готовыми, да? Они просто убивали мирных, простых, ни войска, ни военных, ни это. Простых людей они убивали. Понимаете? Это не шутка. Это не шутка, чтобы говорить, ой, они не знали, они солдаты, они простые люди, они срочники. Это все анекдот. Вот еще нагло Лавров врет, говорит, мы требуем экспертизу делать или что-то делать, да? Это бабушка, 60-70 лет, 80 лет, это бабушку. Как эта бабушка могла оттуда убежать, попасть в украинские бандеровцы убили, и потом эту бабушку на морг держали, когда уходит российский солдат, и мы эту бабушку там бросаем и снимаем, скажем, вот солдаты русские убили. Как это понимать? Как можно так сделать? Эта бабушка однозначно не выходила оттуда. Она жила в этой селе, в этой городе, она никуда не выходила. Просто в Российской Федерации заехали, убили. Бабушку убили. Это поймите правильно. Там никакой украинец где-то кого-то убить и привозить сюда, чтобы для съемка. Кто Зеленский никогда не пустит этого. Я не знаю, может кто-то, я сказал бы, может быть, а Зеленский не пустит этого. Чтобы детей убить, чтобы стариков убить. Ради съемка показать вам, такого Зеленский никогда не делает. Никогда. Всем жизни не делает Зеленский этого, не пускают. Подземля сгнивший труп. Вот. Уже испортился. Лежит под землей. Уже пол испорченный. Труп лежит. Да? Как они могли, уже держишь, невозможно держать этого трупа уже все. Как они могли сохранить до того степени, а потом привезти сюда, чтобы снимать? Как это делали? Просто в голове, более 2000 человек, понимаете? Ни один, ни два, ни три. Более 2000 человека, 2000 трупа надо таскать, более 2000 трупа, привезти сюда, и чтобы снимать это. И копать несколько из них, да? Несколько сотен из них копать. Сколько дней надо тратить. Понимаете, что творится? Как вот Россия срет и на чужой жопу лепит. Говорит, я не срал, он срал. Вот на это есть один анекдот как раз. Лиса, как это лиса, да? Дружится с медведем. Ну, они охотят. Ну, ходит на охоту. Ну, дачная охота. 2-3 коня, коров. Они все, короче, жарят и маринуют, туда ставят. Потом медведь еще уходит на работу. Ну, охотится. И это лиса все вот это кушает. И потом винит медведя, что медведь кушает. Потом их говорит, спите на солнце, чья жопа выходит масло,
Ну, тот кушал. Они оба спят, медведь уставший, а лиса хитренький. У жопа лиса выходит масло. Он возьмет в жопу медведя, мазит и говорит, вот у тебя в жопу вышло масло. Ты, значит, съел. Вот точно такой же срет Россия, лепит на чужую жопу и говорит, мы не убивали там, мы миротворцы. Мы просто приехали там помочь украинскому народу. Упокоиться, да? Помогли упокоиться, чтобы ушли отсюда. И потом Российская Федерация позорно отступил. Второй армия мира позорно отступил. Позорно. То, что делали, воровали. Все. То, что делали, вот немножко воровали. Компьютер, телевизор, не знаю, ноутбук, телефон, золото. Вот точно такой же русские войска воровали в Сирии. Сирийцы дома. Когда они были там, миротворцы хотели там успокоить. Миротворцы. Все они воровали. Вот до сих пор они используют гаджет, компьютер сирийский. Сирийский гаджет используют. Золото воровали оттуда. Понимаете? Что позорно? Его товарищ, брат по оружию, умер, лежит его труп там. Он не тащит его труп, а вместо его трупа тащит какой-то компьютер, золото, спортивка какой-то, не знаю. Позорно. Позор. Вот так и теперь они воровали Украине. Россия за воровство живет. За воровство. Вы живете, русские, за воровство. Понимаете? Вот армия ваша тоже за воровство живет. Нельзя. Позорно отступали. Путин в Москве он не может со своими на тихое место, со своими вот это соратниками вот встретиться, говорить и обсудить. Он по телефону обсуждает онлайн. Говорит, что Путин заболел коронавирусом. Да, такой момент начинается, кто-то болеет сразу, кому-то больница надо будет сразу, а кому-то... Это все вранье. Я вам говорю, это все вранье. Никакой больницы, никакой болезни, ничего нет. Просто врут вам, чтобы вы успокоили, да, о, заболел, вот, теперь наказали его, да, Бог наказал. Это вранье. А Зеленский внутри вот этого вот поля боя, он ходит, он ездит туда, горячие точки, встречается с народами, внутри в народе. Он с ними разговаривает спокойно и слушает их. Вот что говорит это народ. А Путин боится выходить из своего нора, выходить боится. Он даже со своим близким людям встречаться боится. Вот это говорит, вот трус.
Они только деньги используют, кого-то убивают, что-то делают. Они только деньги используют. Еще один предатель, который украинский, вот, там находится. Такой момент продать народу, да? Продаваться в деньгах на Путину или кому-то без разницы. Тебе надо уже смертный казнь. Тебе надо уже смертный казнь тебе. Вот прямо тебе надо тащить до Украины. Вот в центре Украины, на площади. Вот за твоего вранье тебе надо смертный казнь. Шестой какой-то там сделал. Они тащили по ночам труп тащили. Вы поймите правильно, да? Труп, который половина сгнил, да? А это тащили сюда для того, чтобы съемка сделать. Тебе совести нет, еще ты говоришь себе, ты что, украинец, да? Тварь ты конченый просто. Такого человека. Ну жаль, что я не президент. Я был бы президент, я тебе, блядь, я внутри Кремля ты жил бы, да? Я тебе достал бы. Я тебе достал бы. Я тебе привез бы, вот перед народом тебе ответил бы за это. Не перед мне, а перед народом. Пусть народ судил бы тебе. Я оставил бы тебе с народами. Пусть народ судит тебе. И как они хотят, так и судят. За это никто не будет в тюрьма сидеть и какое-то там преступление не будет. Пусть народ судит тебе. Так что, дорогие слушатели и зрители, у всех у вас есть голова. Невозможно больше 2000 или 3000 трупов тащить за один день, раскидать их. Понимаете? Их раскидать. Столько машин надо будет, который ездит, тащит трупов, там 3000 труп. Понимаете? Это не шутка. Не там 100, не 200, 3000, больше 3000 там. Больше 2000. Понимаете, сколько времени надо будет всех их тащить и кого-то копать, кого-то ломать, там оставить, везде раскидать. 1-2 дня не хватает. 3000 трупов тащить туда, раскидать. На 1-2 дня не хватает. Это долгий, месяц надо будет. 10-15 дней надо, чтобы тащить. И потом есть спутник. Вся там машина, какой машина туда ехал, вся там записывается. И камера есть, и остальные, что есть. Что для меня интересно, самое главное стало. Русские здесь жрали и обок срали. И там спали. Понимаете? На одно место как можно жрать, обок срать и еще обок спать. Вот это русские солдаты. И еще воровать все, да? Совести нету. Для меня Россия 0. 0. Такой же сценарий ровно 100 лет тому назад, в 1922 году, вторгли на мою родину, разделили по частям, мою родину разделили. Убили вот таким же сценариями моих дедов. Вот таким же сценариями насиловали наши бабушки. Вот с таким же сценариями воровали весь наш дом, золото, серебро, то, что у них были, воровали, тащили, построили на это деньги Москва.
Вот это сценарий ровно 100 лет тому назад сделали на мою родину. И через ровно 100 лет это сценарий в 2022 году, ровно 22 году, 1922 году, а 2022 году вторгли вот этот сценарий, повторили в России. Они до этого Сирия делали. Вот везде они вот так делают. Они идут воевать. Первая цель, что они оттуда могут тащить к себе домой. Их цель воровать идут там. Они воевать. Просто воровать. У них казна пустуется. Давайте вперед, Украина. Воруйте то, что сможете. Давайте, все воруйте. Они все воровали. Для меня русские солдаты, русская армия, русская Россия, Вася ноль стали, ноль. Я свою историю знаю. И мне четко рассказывали, как русские зашли сюда, как убивали, как насиловали, как детей убивали, бросили, сказали, что басмачи убили. Как по ночам зашли, сели, семью убивали, сказали, что басмачи убивали. Вот это сценарий ровно 100 лет тому назад было на мою родину. Сегодня это в Украине. Это сценарий, имперский сценарий, это сценарий, это политика России только убивать и воровать. После этого 70 лет наши хлопки таскали, золото таскали, уголь таскали, что смогли копать, забрать. 70 лет нам дали только хлеб, танцы, ленинские такие звездочки дали, и все наши таскали. Наши таскали. Все наши богатства таскали. Ничего нам не оставили. После распада СССР Таджикистан был с голой жопой. Все, ничего не было. Ни деньги, ни хлеб, ни золото, запас, ничего не было. И плюс еще поставили своего Рахмона, как Лукашенко там поставили. Вот они до сих пор воруют оттуда. До сих пор воруют. У русских не только одного из газа или из нефти доход. У них основные доходы от воровства. То, что воруют в других странах. Столько лет Сирия были. Знаете, сколько золота они таскали? Все, что могли, таскали. Они бомбардировали, убили мирных жителей, винили, что какой-то боевики это сделали. Понимаете? Они зашли по ночам, убили мирных жителей, и утром снимали, сказали, вот какой-то, кто-то другой это сделал. Вот такой русский сценарий. Так что не верьте этому. Верьте своими глазами. У каждого есть своя голова и ума. Думайте, как можно 3000 трупов за одну ночь таскать, их раскопать, копать, закопать, все сделать, чтобы завтра был сценарий какой-то. Как можно бабушка, которые 80-летние, 70-летние бабушки, дедушки, как они могли убежать оттуда? И чтобы их убили, и потом как власть знала, что вот такое число они уходят, давайте 10 дней вперед убьем их, и чтобы они были полугнившие. Как они понимали? Как это можно? Понимаете? Это невозможно. Явно видно, труп умер 10-15 дней назад. Потому что уже на такой прохладной погода уже начал полугнить. Понимаете? Это четко видно все.
Все трупы так и видно. Как это маленькая ребенка убежала оттуда и поймали, убили. Для того, чтобы такие сценарии сделать, да, сначала надо стать русским. Потом такой сценарий сделаешь. А Зеленский, а народ Украины, это не русский. Кто бы такой фашизм делает, прежде чем это сделать, надо стать русским, а потом это делать. А кем-то другим ты, когда станешь, ты не можешь этого делать. У тебя есть совесть, у тебя ничего не позволяет этого делать. Так что, дорогие зрители, сказать много есть. Но не будем все говорить, потому что немножко еще оставим на завтра. Так что до завтра. До встречи. Встретимся здесь, еще будем говорить, еще будем комментировать. Еще сегодня я ночью посмотрю, что творится на весь систему. Будем завтра еще комментировать и обсуждать. Так что генерал Симусу Зеленский и остальные войска весь украинские, для вас честь, мужики, достойно. Достойно. Второй армия миру сломали. Вы сломали это. Молодцы, ребята. Респект вам. Я тоже очень хотел быть там с вами. Но я тоже за дедов тоже немножко хотел. За мой дед. За басмачев. Хотел показать внуки басмачи, что делает с ними. Но судьба. Будет время, будем там. Тоже ждем, чтобы быть там. Чтобы показать этим русским басмач, бандеровс или фашизм. Я вам говорю, Гитлер не был фашистом, как есть фашист русский. Русские фашистом рождаются, фашистом воспитывается, фашистом растет и фашистом умирают. Понимаете? Только это может русский. Остальные никто такое не может. Мой дед рассказывал, когда он был в 41-45 году, всех инвалидов надо пенсия платить им. Говорит, завезли палатку какой-то, да? И ночью убили, и сказали, что немцы тут захватили и убили всех. Как это немец может инвалида убить? Потому что понимали, всем этим инвалидам надо таскать этих инвалидов до Москвы или до дома надо отправить. И потом пенсию надо отдавать, деньги надо отдавать. Бюджет, средства не было, оказывается. Они все средства, свои деньги тратили на войну, на здоровых. Умер, до свидания. Инвалид сами убивают. Сами убивали. У меня дед одна рука потерял. Ну, половина руку. Тоже в этой списку попал, чтобы хотели убить его. А потом как-то кто-то там сказал, ты пока нормально, здоров, давай стой там далеко и порешим дело. А потом, вот. Своими глазами то, что он видел. Заходили в палатку, весь стреляли, убивали. Все, сказали, короче, немцы убили их. Завтра, сами сказали, немцы убили. Где вы видите на бассейне какой-то голова были, да, много отрезаны? Все убиты были, весь бассейн. Все это сделали русские. Это не делали немцы. Я вам гарантирую. Вот это вот видите, вот, их внуки делают такие. А знаете, еще деды, какие фашисты были они. Так что русские фашистом рождаются, фашистом растет, фашистом воспитывается, фашистом умрет. Это только русский. Никто, кроме русских.
До завтра. Завтра будем, я сегодня еще полистаю все, и завтра еще свое мнение буду рассказывать. Всем салам алейкум. Держитесь, Украина. Живе Беларусь. Алга Казахстан. Озоди ба Таджикистан. Дойдем диктаторов, всех диктаторов покажем и накажем. Создадим новая страна, которая все будет дружно в нем жить. Каждый человек будет дружно жить. Только не будет эти страны Россия контролировать. А мы будем теперь Россию контролировать. Мы не будем, как Россия хочет, так и жить. А теперь немножко, как мы хотим, Россия будет жить. Всем салам.